Добрый вечер. А теперь о главном. Вчера президент Садыр Джапаров посетил Баткенскую область, побывал на водораспределительном узле Головной, на котором 28 апреля произошла первая перестрелка, а также в селах, на которые 29 апреля было совершено военное нападение со стороны регулярных войск Таджикистана. Посетил он и военный полигон Бюджум, где в начале апреля прошли военные учения. Сразу после однодневной войны президенты Садыр Джапаров и Эмомали Рахмон дважды разговаривали по телефону 30 апреля и 1 мая, после чего было объявлено, что они договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая и очно обсудить возникшие проблемы. Вчера во время визита Джапарова в Баткен стало известно, что он поедет в Душанбе только после разрешения пограничных вопросов. Намерение Джапарова посетить Таджикистан было воспринято в кыргызском обществе неоднозначно. Некоторые эксперты заявили, что после боевых действий обычно проигравшие едут что-либо подписывать к победившему. Или соглашения, по крайней мере, должны подписываться на месте боевых действий. Другие считали, что не надо все эти правила понимать слишком буквально. Можно к старшему по возрасту и поехать и так далее. По дипломатическим правилам было бы выигрышно, и наши могли бы предложить встретиться на месте конфликта, прямо там, на Головном. Но, конечно, можно все это объяснить человечностью, вежливостью. Наш президент моложе, ни разу в Душанбе не был. Поедем, попросим. То, что вооруженные силы Таджикистана отступили назад за границу и заняли довоенные позиции, показывает, что они не достигли поставленных целей, но потеряли свой имидж на международной арене, что можно считать сильным уроном. Тем не менее, некоторые с таджикской стороны считают, наверное, что проучили соседей и теперь на переговорах будут иметь преимущество, а планы были большими. Мне кажется так, это была цель сделана для того, захватить эту территорию, Варуха и территорию Лелекского района. Путем нагнетания обстановки возбудить у населения страх, у киргизского населения, панику, для того, чтобы они ушли оттуда. Ушли оттуда. И удерживать эту территорию в течение нескольких месяцев. Для чего? Для того, чтобы в последующем побудить кыргызскую сторону пойти на уступки по территориальному вопросу. Вчера во время встречи президента Джапарова с местным населением в Баткене многие были возмущены тем, что Кыргызстан согласился совместно с таджикской стороной строить дорогу в анклав Ворух, сравнивая ее с коридором. Президент заявил, что дорога будет принадлежать Кыргызстану, но тогда возникает вопрос, отказался ли Бишкек от намерения обменять Ворух на другие территории? Если нет, то зачем строить туда вторую дорогу? Официальные власти Таджикистана никогда не озвучивали, что Ворух — это не анклав. Это говорят другие. У них тоже, как и у нас, есть фейки, оппозиция, силы, которые будоражат общество. Вот мы договорились вчера, что будем строить дорогу в Ворух, но мы пишем и показываем, что она принадлежит Баткену. Ее длина 2 километра 900 метров. Особенно напряженной оказалась встреча в селе Кулунду, где молодые люди обвинили власти в том, что они на протяжении 30 лет независимости совершенно не обращали внимания на Баткен, а приехали в область только когда петух клюнул. При этом было отмечено, что на охрану высоких гостей во время их короткого визита уделяется гораздо больше внимания, чем на охрану всей области и ее населения. Мы сейчас приехали из Исфаны. Пока ехали, на каждом шагу спецназ, милиция, другие проверяющие. Почему? Да потому что они охраняют власти. Вы бы так охраняли Максат, Арку или другие села. Правильно, я еще добавлю. Вы посещаете те села, на которые произошло нападение. Вы только их знаете, но на границе с Таджикистаном есть много других сел, которые в таком же бедственном положении. Обратите на них тоже внимание. Баткену придает особый статус, но спасет ли он ситуацию, пока трудно сказать. Это была программа о главном. Ее вел я, Нарен Аев. Всем хорошего и до свидания.